Не наше дело. Мосгорсуд сегодня отказался рассматривать вопросы закрытия оппозиционного сайта Ингушетия.ру. Теперь им займется Кунцевский суд Москвы по месту регистрации основателя портала Магомеда Евлоева. Сам Евлоев узнал об этом в Чехии. Там он спасается от преследования ингушских силовиков. Но нам удалось с ним поговорить. Подробности у Вячеслава Гузя. Борьба не закончилась, пока только брейк между раундами. Московский городской суд сегодня перенес рассмотрение жалобы прокурора республики Юрия Турыгина к сайту Ингушетия.ру в Кунцевский районный суд. Судя по копии паспорта, именно там проживает основатель сайта Магомед Евлоев. Решение Мосгорсуда ингушские правозащитники расценили как победу. Честно говоря, мы этого и ожидали, поэтому будем дальше, скажем так, беседовать с прокуратурой уже в суде в Кунцевском. Претензии прокурора www.ingushetia.ru содержат призывы к насилию, дестабилизируют обстановку в республике. Вот сегодняшняя страница сайта. Новость об обыске в доме главы оргкомитета общенационального митинга Магомеда Хазбиева. Жители села Брэд-Юрт Сунжинского района сообщили о зачистках, которые провели на улицах военные и милиционеры. Есть информация об акции протеста жителей пятиэтажных домов в городе Малгобеке. Местная администрация решила к 9 мая снести в центре все балконы с лицевой стороны домов. А кроме того, пишут о наезде БТР на автомобиль ИЖ, росте цен, проверках паспортного режима. По мнению властей, подобная информация разжигает национальную ненависть и вражду. Мы сегодня также суду предоставили заключение экспертов, которые исследовали те материалы, которые публикуются на сайте, и они сделали свои выводы о том, что данный материал, который публикуется, носит экстремистский характер. Пока все попытки прокурора Ингушетии закончились ничем. Его иск был отклонен сначала Верховным судом республики, а затем и России, мотивируя это тем, что сайт зарегистрирован в США. Кроме того, идут споры, является ли сайт средством массовой информации или нет. Между тем, сам Магомед Евлоев давно покинул Россию. В последнее время на него было заведено несколько уголовных дел, а отец Евлоева предупредил сына, что тот в любую минуту может быть убит. Я хотел бы, чтобы власти республики успокоились в конце концов и дали возможность работать и моему коллективу, и сайту. Потому что, наоборот, борьба, которую они ведут с информационным ресурсом, она способствовала еще более серьезной и невиданной популярности этого сайта. То есть они нам делают бесплатную рекламу. Или они пусть прекращают это делать рекламу, или прекратят преследовать сайт и тех людей, которые за ним стоят. Сейчас сайтом управляет коллектив, в котором ни одного журналиста, одни правозащитники и адвокаты. И ответственность за все напечатанные материалы взяла на себя редколлегия. Информацию для сайта пишут юристы. Так спокойнее. Вячеслав Гузь, Илья Емельянов, Сергей Каверин, РЕН-ТВ.